Именем Аллаха Милостивого, Милосердного. То, что заставит прослезиться любого, кто любит пророка, мир ему и благословение. Когда пророк, мир ему и благословение, перешел в мир иной, Биляль, читавший азан пророку, мир ему и благословение, не смог вынести жизнь в Медине. Потому что каждая улица, каждая стена, мечеть, все напоминало ему о пророке, мир ему и благословение. Биляль, да будет доволен им Аллах, несколько раз пытался свершить азан, но когда доходил до слов «Я свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха», его охватывал плач, и он не мог ни слова произнести. Он пошел к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и сказал: «О преемник посланника Аллаха, мир ему и благословение, я слышал, как пророк, мир ему и благословение, говорил: самое лучшее деяние мусульман – это старание на его пути». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил его: «Что же ты хочешь, о Биляль?» Он ответил: «Я хочу охранять границу мусульман, пока не умру». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил его: «А кто же нас будет призывать к молитве?» У Биляля, да будет доволен им Аллах, на глазах выступили слезы, и он сказал: «Я не буду совершать азан после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Останься и совершай нам азан». Биляль, да будет доволен им Аллах, ответил: «Если ты освобождал меня от рабства, чтобы я принадлежал тебе, то пусть будет так, как ты говоришь. А если ты освободил меня ради Аллаха, то оставь меня на того, во имя которого ты меня освободил». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, я тебя выкупил ради Аллаха и освободил ради Аллаха. Можешь идти туда, куда тебе заблагорассудится». Биляль, да будет доволен им Аллах, отправился в Шам и находился там, охраняя границу государства мусульман. После этого прошло несколько лет, и в одну ночь Биляль, да будет доволен им Аллах, увидел во сне посланника Аллаха, мир ему и благословение. Пророк, мир ему и благословение, обратился к нему со словами: «Как понимать эту отчужденность, о Биляль? Неужели не наступило время посетить меня?» Биляль, да будет доволен им Аллах, проснулся сильно опечаленным и взволнованным. Его сердце охватил страх. Он быстро приготовил верховое животное и вышел в путь. Когда он прибыл в Медину, он отправился к могиле посланника Аллаха, мир ему и благословение, и, склонившись над ней, плакал. Временами он клал свое лицо на могилу. Его в таком положении застали внуки посланника Аллаха, мир ему и благословение, Хасан и Хусейн, да будет доволен ими Аллах. И Биляль, да будет доволен им Аллах, стал целовать их, ведь он видел, как их целовал посланник Аллаха, мир ему и благословение, и плакал. Они попросили его призвать к молитве, как во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение. Биляль,
да будет доволен им Аллах, залез на крышу мечети пророка, мир ему и благословение, и встал там, где он стоял, когда возвещал азан при жизни избранного из посланников, мир ему и благословение, и возвестил: «Аллаху Акбару!» Медина содрогнулась, люди выбежали на улицу: «Ашхаду ан ла иляха илляллах!» И Медина еще сильнее содрогнулась от плача и шума: «Ашхаду анна Мухаммадар Расулаллах!» Все жители Медины, и даже девушки, которые никогда не выходили на улицу, выбежали на улицу и со слезами стали спрашивать друг друга: неужели посланника Аллаха, мир ему и благословение, воскресил Аллах, и не считая дня смерти посланника, мир ему и благословение, никогда не было столько плачущих мужчин и женщин, сколько в этот раз. Когда Билаль, да будет доволен им Аллах, лежал на смертном одре, его жена воскликнула: «О горе!» Билаль, да будет доволен им Аллах, ответил: «О радость! Завтра я встречусь с любимым посланником Аллаха, мир ему и благословение, и его сподвижниками». Билаль, да будет доволен им Аллах, умер в возрасте 63 года в 20 году по хиджре в Дамаске и похоронен там же. Могила его известна и посещаема по сегодняшний день. Да будет доволен им Аллах и не лишит нас его бараката. Аминь.